Общественно-политическую ситуацию в Молдове обсудила общественность Гагаузии в рамках подписания декларации за объединение УНИРЯ. 24 февраля в Доме культуры села Тамай собрались все уровни власти гагаузской автономии. Общественные деятели, сельские советники, примары населенных пунктов, депутаты Народного собрания, депутаты парламента, экс-башканы Гагаузии и все неравнодушные к судьбе автономии. Главной темой для обсуждения стало сохранение независимости Республики Молдова в случае объединения с соседним государством Румынией. Почему опять начинают набирать обороты унионистские настроения в нашей стране? Почему они поддерживаются советниками тех или иных уровней? Почему правоохранительные органы, СИП, Генеральная прокуратура абсолютно не реагируют на эти заявления и говорит, что ничего страшного нет? Ничего страшного не происходит. Хочу сегодня предоставить возможность высказаться примарам, депутатам Народного собрания, парламента, всем. Критика должна быть конструктивной. И, как я говорю, мы должны держать руку на пульсе, мы должны вас слышать. Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кыса отметил, что гагаузы всегда были и до сих пор остаются против объединения с Румынией, и что проект УНИРЯ был запущен в связи с предстоящими парламентскими выборами. Унионисты прекрасно помнят итоги наших двух референдумов, проведенных 2 февраля 2014 года, и хорошо знают, что народ Гагаузии никогда не смирится с их политикой и не откажется от своей государственности. В очередной раз они побудили нас еще раз коллективно от имени всего народа заявить на весь мир о нашей глубокой привязанности к общей родине с молдавским народом Республики Молдова. Мы сегодня, как и раньше, заявляем, что не хотим ни с кем ссориться и никому не желаем зла. В сложившейся ситуации мы ответственные люди за судьбу нашего народа и государства в целом. Не можем оставаться в стороне пассивными наблюдателями, когда речь идет об унионистской пропаганде, превращаясь в мощную антигосударственную кампанию. Тема эта стала актуальна в связи с тем, что в 2018 году исполняется 100 лет с тех пор, когда территория Молдовы на 22 года оказалась в составе Королевской Румынии. Дискуссии, которые велись со сцены Дома культуры села Тамай, были довольно эмоциональными и иногда переходили в рамки споров и громких высказываний. С IV века по XIV век, 1000 лет, это была родиной тюркских народов и славянских отчасти. Никакой румынизации и так далее не пахло. Молдавское княжество было образовано в 1359 году. И только в 1397 году эта территория была завоевана, захвачена Молдавским княжеством, но не заселена. После Крымской войны эта территория, часть отошла Буджака, Россия проиграла войну Турции. Турция передала уже румынскому государству. 22 года ровно господствовали тогда. Да так господствовали, что около 30 тысяч гагаузских семей и болгар вынуждены были эмигрировать, оставить эти земли. Мы должны обратиться не только к тем, кто подписывает, но и к тем, кто заказывает эти подписи. Неужели вам кажется, что это процесс спонтанный? Неужели кому-то может показаться, что это самопроизвольный процесс подписания этих деклараций? Ни в коем случае. Сидят люди в тиши кабинетов и подталкивают других на подписание этих резолюций. Зачем? Только для того, чтобы заработать политический капитал. Только чтобы разделить нашу страну по геополитическому принципу. Только для того, чтобы народ не спрашивал, почему в 10 раз заработная плата здесь меньше, чем в соседних государствах. Только чтобы народ не спрашивал, почему, как сказал Михаил Васильевич, такой дорогой газ. Только чтобы люди не спрашивали, а где, собственно говоря, украденный миллиард? Почему ничего мы не слышим про это? А надо, чтобы мы с вами на эту тему не рассуждали. Надо, чтобы мы говорили про сохранение независимости Республики Молдова.
В зале Дома культуры присутствовали и депутаты парламента от демократической правящей партии Республики Молдова, которым не нашлось сидячих мест, и на протяжении 4 часов они простояли на ногах. Выйдя на сцену, депутат парламента Николай Дудогла призвал всех гагаузов к единству, после чего он попросил сторонников Башкана Гагаузии не провоцировать зал и выслушать его мнение. Вы вчера выступили и сказали, что будет провокация со стороны Дудогла, который возглавляет общественно объединенную Гагаузию. Они забьют первые ряды и будут мешать сегодня работе. Вы стали все свидетелями, что сегодня команда Новой Гагаузии не забила первые ряды. А нам проявлено очень большое уважение депутатов парламента, которые пригласили в этот зал. И мы сегодня стоим вместе с нашим народом. Спасибо за уважение. Вчера высказано, что Дудоглу заставить сегодня прийти в зал людей и провоцировать. Поднимите зал, кого я заставил сегодня прийти и провоцировать. Руки. Неправда. 4 раза неправда. Ложь. Кто руководит Гагаузией? Я считаю, что Башкан должна извиниться за это. Но я знаю, что она не извинится. Не хватит смелости. И я не требую ее извинений. Я сегодня хочу выступить конкретно. Друзья, прошу не провоцировать. Я призываю к порядку. Уважаемые друзья, я хочу теперь выступить с докладом по повестке дня. Я призываю сегодня всех, что мы внесли в резолюцию, обратились к президенту страны, председателю парламента, правительству и всем чиновникам Республики Молдова, что если Молдова потеряет суверенитет в тот же день, в ту же минуту, Гагаузия имеет право на самоопределение. И это должно войти в Конституцию. Депутат парламента Корнел Дудник привел некоторые факты, которые доказывали, что глава Гагаузии делает видимость борьбы с унионистами. На самом деле, по словам депутата, визиты в Румынию, а также приезд представителей властей Румынии в Гагаузию говорит о взаимности отношений сторон. Впервые в истории Башкан Гагаузии совершил официальный визит в Румынию, где ее принял глава румынского МИДа Богдан Ауреску, который призвал Башкана Гагаузии к более тесному сотрудничеству. Так это было, Ирина Федоровна, или так? Я прошу прощения. Скажите, что это не так. На правах ведущего я хочу задать вопрос. Мы сегодня обсуждаем Башкана, действующую власть, или говорим насущные вопросы. Вы извините, мне неудобно делать вам замечания. 17 июня Гагаузию посещает министр иностранных дел Ауреску. Министр иностранных дел был в Румынии здесь, впервые в истории Гагаузии. Было это или не было этого? Было. Разве это является борьбой с унионизмом? Теперь дальше. В том же году, в 2017 году, Гагаузию посещает румынский принц Раду. Разве я его сюда пригласил? Скажите мне, пожалуйста, румынского принца на эту землю. Кто его пригласил сюда? Для чего принца румынского привезли сюда на территорию? Кроме этого, в 2017 году в Камрадском госуниверситете открывается румынский центр культуры. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы бороться с унионизмом? Скажите мне, пожалуйста. Вы мне ответьте, аксакалы Гагаузии. Нужен нам румынский центр. Пожалуйста, я вынужден вас прервать. На заседании было много выступлений и других депутатов, и всех желающих, которые захотели высказаться. В итоге собрания была принята резолюция Расширенного совета региональных и местных органов власти и управления АТО Гагаузия. В нее включены 15 пунктов. Копию резолюции было решено направить во все руководства Республики Молдова, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, Конгресса местных региональных властей Совета Европы, Российской Федерации, Турецкой Республики, а также дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова.